7 дней – столько времени дается иностранцам, приехавшим в Россию, чтобы оформить временную прописку. В правилах миграционного учета граждан даны подробные инструкции, как, когда и в какие органы обращаться. Однако для многих мигрантов тема так и остается не до конца понятной. Отсюда и высокий процент нелегалов в стране, в частности в Ингушетии. Жители Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана в большинстве своем прибывают в регион и не обращаются в органы МВД для регистрации. Не регистрируются многие по незнанию, наверное. Да, таких граждан мы привлекаем к административной ответственности по статье 19-15, часть 1. Штраф у них от 2 до 3 тысяч. Они должны предоставить документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, документы на жилое помещение, где они будут проживать. Главная причина, почему иностранные граждане не встают на учет – боятся отказа. Регистрация мигрантов по месту пребывания не проводится, если некорректно заполнено уведомление о прибытии или миграционные карты. Предоставлен неполный пакет документов, отсутствует удостоверение личности мигранта или принимающей стороны. Одна из самых распространенных причин отказа – нелегальное пересечение границы и въезд на территорию России. В таком случае мигранты прибегают к поддельным документам или фиктивной прописке. Впрочем, и это не выход. Сотрудники МВД регулярно проводят рейды, а нарушителям грозит штраф. Если будет выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина, либо гражданина Российской Федерации, это будет привлечен к уголовной ответственности по статье 322, часть 2 Уголовного кодекса. Это штраф от 100 до 500 тысяч. Наиболее востребована у иностранцев временная прописка, ведь постоянное место жительства у них считается на родине. Оформляется также и временная регистрация по месту пребывания для граждан России в случае переезда в другой город для трудоустройства или по иным причинам. Регистрацию по месту пребывания должны оформлять граждане, которые прибыли с другого субъекта Российской Федерации свыше 90 дней и будут проживать здесь свыше 90 дней. До 90 дней они могут проживать без временной регистрации, а после 90 дней обязаны стать на регистрационный учет по месту пребывания в том населенном пункте, где они будут проживать. Если говорить о стоимости процедуры, то в отличие от российских, иностранным гражданам придется заплатить пошлину за постановку на миграционный учет. Ее размер 350 рублей. Также в МВД напоминают молодым родителям, что нельзя забывать и про миграционный учет детей. Они обязаны прописать, постоянно зарегистрировать несовершеннолетних детей после получения свидетельства о рождении в течение 30 дней по месту постоянной прописки одного из родителей, либо законных представителей или опекунов, или попечителей данного ребенка. Подать заявление можно, обратившись напрямую в отделение МВД по вопросам миграции или в МФЦ, а проще зарегистрироваться через портал госуслуг. Амина Бокова, Магомед Шаухалов, Новости 24.